Новый Афон – один из наиболее популярных курортов не только Абхазии, но и всего Черноморского региона. Город удобно расположился у подножия двух гор – Афонской и Иверской, представляя собой идеальное сочетание роскошного побережья и живописной природы. Невероятно красивая, необычная достопримечательность курорта – Новоафонская пещера. Природный дар, открытый для посетителей всего около полувека назад. Количество желающих попасть в таинственный прекрасный мир подземного царства немало, и каждому, кто побывал в пещере хотя бы раз, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Если честно, слов нет, в восторге в таком, что просто, я не знаю, это даже словами не передать. Это настолько это красиво все. Одно только осознание того, что это создала природа, это, слов нет просто вообще, не знаю. Одни эмоции, они переполняют, наверное. Настолько красиво это. Очень величественное ощущение, когда ты находишься в такой пещере, очень даже не такое, как на обычной улице. Очень красиво. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. Несколько минут езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Каждую экскурсионную группу сопровождают 3 экскурсоводов. Конечно же, красота и величественность пещеры не могут оставить равнодушным никого. Здесь так как побольше места, мне уже не так страшно, но впечатляет. Новый Афон ежегодно посещают тысячи туристов. Пещера обязательно входит в их экскурсионный маршрут. Годы напряженного труда понадобились советским строителям, чтобы туристический объект стал одним из самых посещаемых на Черноморском побережье. Пещера, расскажи мне. Отлично. Ты первый раз в пещере? Да. Какие у тебя эмоции? Мне понравилось, если фантазировать, то можно увидеть сказочных героев и так далее. Очень понравилось, все замечательно. С детьми, конечно, тяжеловато, но, в общем, нравится. Новоафонская пещера состоит из 9 залов, но доступны для посещения 6. С 1 января 2021 года пещеру посетили 229 тысяч человек. И вообще, если взять весь этот сезон, то сезон проходит очень хорошо. Соблюдаются все меры предосторожности, которые нам предписывали наши службы. Люди заходят в масках исключительно. Внутри пещеры уже мы не можем за каждым следить, поэтому стараемся, чтобы все были в масках. На сегодняшний день, если брать с 1 января 2021 года, мы обслужили 229 тысяч человек. Если брать в сравнении, 2020 год уберем 2019 год, то в 2019 году мы обслужили 120 тысяч человек. Проходит до 30 экскурсий. Одна экскурсия – это 100 человек. Соответственно, до 3000 человек в день. Все зависит от дней. Бывает и меньше, бывает и 2500, но в среднем где-то 30 экскурсий – это 3000 человек. Затем наша съемочная группа отправилась в центральный Новоафонский парк. Сюда туристов привлекают обитающие здесь черные и белые лебеди. Для удобства посетителей в парке проложено множество дорожек, установлены скамейки и лавочки, а все клумбы украшены разными цветами. Все хорошо, все прекрасно. Красивая природа, теплое море, чистое море. А вы на сколько дней приехали? На 7. Что успели посетить? Еще ничего, только вчера приехали. Вы в Афоне отдыхаете? Да. А почему именно Афон выбрали? Почему именно Афон? Потому что мест больше не было, когда мы выбирали. Много туристов и на водопаде. В разгар знойного дня они приходят сюда, чтобы отдохнуть в прохладе. Очень красиво. Народ гостеприимный, абхазцы. Кухня очень вкусная. Природа очень красивая. В горы еще не ездил, но обязательно съезжу. Все, что успею, все посещу. А в следующем году на полгодика приеду сюда, думаю. На сезон. И отдохнуть, и поработать заодно. Не поверите, мы приехали на все лето, и на данный момент у нас уже 2 месяца, как мы отдыхаем здесь. А что успели вы посетить? Мы везде были уже. Мы, кроме Рицы, в этом году еще. А на Рице были мы до этого 2 года назад. А так везде понравилось, очень здорово, очень красиво. Люди замечательные, кухня вкусная. А что из национальной кухни вам больше понравилось?
мясо по-абхазски, солянка мясная, очень вкусно. Мне больше всего нравится в Новом Афоне. Я считаю, что здесь очень красиво. А тебе что нравится? Мне нравится ходить по горам, вот, смотреть на всякие водопады, всякие местные такие достопримечательности. Столько много интересного узнали. Мы 5-й год, мы не первый раз, но каждый раз возвращаемся. Спасибо. Кухня ваша изумительная, вина. Сувенирный рынок – еще одно место, не посетив которое отсюда не уезжают туристы. Здесь имеются в продаже изделия ручной работы, выполненные местными мастерами, сувениры с изображением национальной символики. Некоторые говорят, что в связи с эпидемиологической ситуацией следует там закрыть границу. Как вы на это смотрите? Закрывать границу я бы не посоветовала. Почему? Потому что мы живем за счет отдыхающих, правильно? Каждый знает об этом, да, и масочки, как положено. Если кто-то заболевает, пускай постарается где-то что-то переждать, да, и мы тоже должны быть бдительными, относиться к этому серьезно. Не будем с этим шутить. Почему? Потому что много случаев. Все-таки жизнь одна, да, и как-то стараться надо поберечь себя, родных и близких. Я так считаю. А закрывать смысла нет. По словам продавцов, также большим спросом пользуются специи, абхазский чай, мед, аджика, чача. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.